Развалины мечети Ени-Джами, заваленные мусором, расположены в старой части Ак-Месджида. На днях активисты объявили проведение здесь субботника, но на их призыв откликнулись всего несколько человек. Откликнулись, конечно, мало, как сказать. Надеялся, что будет больше народа. Но, иншаллах, бунада шукур, и на это спасибо. Местные жители бросают. Сколько я порядок не соблюдал, сколько я не говорил этим жителям, сколько я не боролся с этим, не получается, потому что люди, нету порядка, нету вот этой вот чистоты у людей. Я даже не знал, что здесь есть мечеть, думал, какой-то очередной склад там заброшенный или ПМК, что-то такое. Ну, когда узнал, что это мечеть, решил прийти поучаствовать. Ну, конечно, ужаснулся состоянию. У меня вопрос к нашему муфтияту, почему такое отношение к тому, что уже есть, и к тому, что нужно сберечь. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни заявляли, только поступки, только отношение к нашим каким-то важным вещам, важным местам, видят только это. Мусор разный, валяются шприцы, но шприцы здесь всегда лежат. Даже когда мы приходим на экскурсии, мы заходим сюда, чтобы показать табличку, где написано «Сура Аль-Имран». И вот просто свежие шприцы постоянно лежат. Мечеть Ени-Джами была построена в 19 веке. Это была мечеть квартала Кады-Маалле. Даже по развалинам можно оценить, каким внушительным было сооружение. Здесь был целый комплекс мечеть такие. Вот непосредственно сама мечеть, ее можно очень легко даже вот просто внутри распознать по голосникам в стенах, по керамическим сосудам, которые здесь есть. То есть мечеть такие – это редкость. У нас в Паторе есть мечеть Шукрулла Эфенди, и такие Мевли, все, больше нигде такого комплекса нет. Выше в здании такие были интересные такие кельи суфийские, и об этом писали русские ученые в середине 19 века, то, что это нужно сохранить, сюда нужно водить туристов. Мечеть перестала действовать в 30-е годы. В советское время на территории работала маслобойня. В 90-е здание вернули мусульманам уже сильно разрушенным. Активисты собрали мусор, спилили мешающие ветки, собрали камни. Они хотят закрыть территорию забором, чтобы ее не забрасывали мусором. Поэтому организаторы объявили следующий субботник на 5 ноября в 9:00.